10. Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Несмотря на то, что сейчас развелось много каналов на якутскую тему, наш канал пока существует. Как долго он просуществует, сказать не могу и не от меня зависит. Помимо спасателей животных, на этом поприще все годы существовали и по сей день есть завистники и злопыхатели. Мое имя многим не давало покоя. Многие и по сей день не понимают, как и зачем я спасаю много и куда же я их деваю. А посмотреть все ролики о результатах всегда ведь лень. Вот и возникают вопросы, ответы на которые вы найдете в роликах, это при желании. А я, в свою очередь, не только собак спасаю и вывожу, но также их пристраиваем. И о новых пристроенных мы вскоре вам расскажем. А теперь, друзья, хочу показать вам узников ППЖ. Рыжая девчушка, посмотрите, как не слезала с решетки и даже не лаяла, просто мордочку тянула. Она бывшая домашняя, не худая. Мы ее забрали и, забрав, свозили в клинику, чтобы убедиться, что не беременная. Она ожидает самолет. Славная, скромная, покорная. Ну как можно было пройти мимо такой? Очень прошу помощи вот на этих животных, жизнь которых была бы недолгой, если бы их мы не забрали. Нам очень нужна помощь на тех, кого успели спасти, но не успели вывести. Такие всегда есть, кто ждет очередь. Но без вашей помощи места на самолет пропадут. Без вашей помощи мы не сможем их кормить, содержать, лечить. Нам очень нужны финкураторы на постоянной основе на любую сумму до пристройства. Или вот два брата, рыжики. Да чего ж хороши, видимо, от домашней собачки. Пока не загнулись и не порвали старшие, решила дать им шанс обрести свое счастье. Когда первый раз увидела белого, зацепил он меня, как всегда. Люблю спокойных, мудрых, не орущих, да еще так выгнулся, что вы тут проходите, ведь меня сдали, я ненужный. Тогда мне не бросилось в глаза его плачевное состояние тела. Оно все зудело. Когда через неделю пришли его забирать, шерсти было на нем мало. Блошиный дерматит его добивал. Ну, клиника слушай. Да, вот сейчас в клинику поедем, ага. Все. Не сел. Сейчас ошейник принесу. Конечно же, забрали. В клинике обработали, сделали все процедуры, назначили лечение. Скоро его надо вывозить. И он тоже ждет свой вылет. Ему тоже нужна помощь, друзья. Этого щенульку скинули в чат короткое видео, как бегает по улице в морозище 45 градусов, на тонких ножках гладкошерстный щенок. И так хочет к кому-нибудь пристать, чтоб позвали за собой, ну хоть погреться. Но, увы, не позвали. Но он оказался смышленый, сам догадался, заскочил в магазин погреться. Магазин вскоре закрывался. Оставался у него только час. Прошло снова объявление в чате. Надо спешить, иначе ночью уснет в сугробе навсегда.
Успели. Попросили привезти к Жене, хотя риск заразиться энтеритом был высок. А потом нашли объявление о нем. Бывший хозяин пытался пристроить, но не получилось. Просто выставил на улицу и уехал. Назвали его Ромик. Друзья, и ему нужна помощь на дорогу и хотя бы на месяц передержки. Помогите, пожалуйста, этому малышу. И немного о котиках. Частое явление, когда замерзают там котики, выкинутые даже из подъездов. Вот и этот малыш жил на этаже общежития, но помешал и оказался на улице. Искала его одна сердобольная женщина, но нашла лишь через неделю, обмороженным, почти умирающим, с отпавшими ушами и хвостом. И ходил он кровью. С трудом он околемался, и все равно место снова оставалось только в коробке на этаже общежития. Это значит, до нового пинка. Забрала я его. Забрали по моей просьбе на передержку. Мест на самолет нет. Может, кто летит в Москву? Откликнитесь, пожалуйста. Да, собака умная очень. Худой совсем, да? Ага. Доверчивый, да. Помощи просит. Ай, бедолашка. Вот тебе. Вот еда. Вот. Ай-яй-яй. В Якутске все собаки умные, редкий дар им присущ, сообразительные, незлобные, все прощающие. Их предают, выкидывают, а они скромно пытаются найти уголок, погреться, отлежаться. Даже булка не так важна, главное согреться. Ведь после закрытия магазина любая собака пойдет на улицу, и выживет ли она в очередную ночь, не факт. Вот таким я и увидела этого овчара. Друзья, мне очень нужна ваша помощь. Надеюсь на вашу поддержку. Напишите мне, пожалуйста, кто готов и на какую животинку стать фин-куратором. А мы расскажем вам о них в дальнейших роликах. А этих котят рыжих 4 штуки друг за другом принесли на усыпление в клинику, а также и домашнюю собачку Джойку тоже усыпить. Домашняя, улыбчивая, веселая, не знает, по какому случаю хозяин привел в клинику и оставил. Да просто не нужна, переезжает он куда-то. Друзья, помогите стать фин-куратором на любую сумму веселой Джойки. Помогите на дорогу всем, кого мы спасаем, кого мне приходится брать еще на кураторство. Без вас не справлюсь точно. Почему тебя не забирает никто? Такую красивую собачку. А? Вот такую красивую собачку никто не забирает. И все слушает, все внимательно, да? Ага. Сынка, сынка, ты по-любому сынка. Ага. Чему горющий такой горющий? Ко мне обратилась местная жительница с просьбой спасти 2 несчастных, регулярно избиваемых алкоголиками хозяевами тощих собак. Они сидят на привязи дома, их не кормят, иногда выкидывают на мороз и регулярно бьют. Собаки ласковые, но пригибаются, вжимаются в пол, плачут, скулят, но деваться им некуда. Ну или только в ППЖ, где их дрожащих сразу порвут. Здесь я долго думала, аж 2 недели, ведь некуда мне их забирать. Но, увы, забрала. Забрала не для того, чтобы собирать на них деньги. И без них есть кого спасать.
Но и без вас, вашей поддержки, мне тоже некуда их разместить и не на что их кормить. Помогите, друзья, 2 однопометникам, брату и сестре.